Сюрдика Хульшу, Маша Дойла, Лерми Маххой. Добрый вечер. Рады приветствовать вас на итоговом выпуске новостей, где мы подведем итоги самых значимых событий в мире, которые произошли за прошедшую неделю. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и аналитики. Ближний Восток. Израиль ликвидировал лидера Хезболла Хасана Насраллу, что стало значительным ударом по оси сопротивления, поддерживаемой Ираном. В результате Ливан оказался в хаосе, а Израиль продолжает авиаудары по позициям Хезболлы. Несмотря на потери, Хезболла еще не побеждена и готова к ответным действиям. Смерть Насраллы вызвала скорбь в Бейруте, но боевые действия продолжаются, угрожая перерасти в полномасштабную войну. Непал. Жители Катманду, столицы Непала, возвращаются в свои дома после разрушительных наводнений, унесших жизни не меньше 104 человек. Наводнения и оползни, вызванные муссонными дождями, стали более частым из-за изменения климата. Внезапные наводнения затопили кварталы города и повредили дороги. Министерство внутренних дел Непала сообщает о 70 пропавших без вести и более 3000 спасенных. Дональд Трамп. Администрация Трампа, стремясь укрепить сельское хозяйство США, обратилась к фирме Weefluence для противодействия европейской стратегии Farm to Fork, направленной на экологизацию сельского хозяйства. Это часть более широкой кампании США против стран, ужесточающих экологические нормы, что может повлиять на американский экспорт. Администрация Трампа пыталась подорвать несколько экологических норм. Первое – отмена правил выбросов. Были отменены правила эпохи Обамы по выбросам метана и токсичным загрязнением воздуха. Второе – выход из Парижского соглашения. США вышли из Парижского климатического соглашения, что ухудшило глобальную экологическую ситуацию. Третье – снижение полномочий ЭПА. Планировалось ослабить агентство по охране окружающей среды и стимулировать добычу ископаемого топлива. Ураган в США. Число жертв урагана Эллен возросло до 44. Есть опасения по поводу еще более катастрофического наводнения. Администрация Байдена мобилизовала 1500 человек для поддержки пострадавших сообществ 5 штатов США. Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что было проведено более 600 спасательных операций. По меньшей мере 44 человека погибли в 5 штатах США в результате мощного шторма Хелен, сообщили власти в пятницу 27 сентября, после того, как сильное наводнение вынудило службы экстренного реагирования начать масштабные спасательные операции. Дороги, дома и предприятия оказались под водой, многие из них были разрушены. После того, как Хелен обрушилась на побережье как ураган категории 4, недалеко от столицы штата Флорида. Дик Чейни, бывший вице-президент Дик Чейни, всю жизнь являющийся республиканцем, будет голосовать за Камалу Харрис на пост президента, о чем он заявил в пятницу 6 сентября. Лиз Чейни, которая сама поддержала Харрис в среду, впервые заявила о поддержке своего отца, когда Марк Лейбович из журнала The Atlantic спросил ее во время интервью на сцене фестиваля The Texas Tribune в Остине. «Ух ты», — ответила Лейбович, и публика зааплодировала. Как и его дочь, Дик Чейни открыто критиковал бывшего президента Дональда Трампа, особенно во время злополучной предвыборной кампании Лиз Чейни в 2022 году. Австрия. Крайне правые побеждают на выборах в Австрии, усиливая подъем правых сил по всей Европе. 29 сентября, согласно прогнозам голосования, австрийские избиратели в воскресенье отдали первую в истории победу на всеобщих выборах крайне правой партии «Свободы», что подчеркивает растущую поддержку крайне правых партий в Европе, вызванную обеспокоенностью уровнем эмиграции. Евроскептическая и дружественная Россия Австрийской народной партии в течение нескольких месяцев удерживала незначительное преимущество в опросах общественного мнения над правящей консервативной Австрийской народной партией канцлера Карла Нехоммера предвыборной кампании, в которой доминировали вопросы эмиграции и опасения по поводу экономики. Молдова. Напряженность в отношениях с Москвой растет после того, как проевропейское правительство Молдовы обвиняет Россию в организации актов вандализма в отношении государственных зданий в преддверии выборов в октябре. Это были наиболее значимые события прошедшей недели. На нашем канале еженедельных новостей Чеченской демократической партии. Шу адика и Маша Ойла Шулерми Маххой.